Вы недавно участвовали в круглом столе по поводу юртовских ногаев. Да. Может, скажете еще, небольшую тему затронем? Юртовские ногаи, это татары или ногаи все-таки? Ну, это, конечно, ногай, но это же совершенно очевидно. Это, я даже удивляюсь, что люди есть какие-то, которые еще, в общем-то, в этом сомневаются. То есть, откуда здесь, значит, взяться? Вот, и потом, если мы говорим татар, кого мы имеем в виду, опять надо понимать, кого мы имеем в виду. То есть, что в какой-то, значит, в 17 веке там, или раньше, там, или позже, я не знаю, какое-то было переселение, что ли, из-под Казани сюда группа населения какого-то, что ли, там, такого массового, как тогда, значит, в источниках мы не видим, чтобы там казанская чуваша, то есть как вот предки казанских татар фиксируются в источниках, чуваши под там Астраханью, их нету. Откуда им взяться, значит? Вот. Были там потом уже в советское время отдельные переселения, ну и просто, как и всегда, значит, и определенные люди, значит, мишарской национальности переселялись и так далее. Но это же как бы единичное вкрапление. А по документам мы четко видим, что под Астраханью жили всегда юртовские нагайцы, которые там остались. Вот это еще вот самый тот период, когда Поволжье входило в состав московского государства. Вот как они остались, так и живут. Вот. Мы видим их и в 17 веке, и в 18, и 19. И тем более, когда сейчас мне показывают, я окончательно убедился, показали мне метрики, где вот все черным по белому написано. Юртовский нугай. Все, значит, что еще надо? Вот. Причем еще там махаля расписан, там кто с какой махали, там Кунград, там еще какой. Там, даже, в общем-то, вот в таком виде, скажем, реликты вот этого родового деления даже у них сохранилось. Вот. Поэтому, что тут спорить? Тут спорить, собственно, не о чем. Есть, конечно, будут и всегда, наверное, будут, а может быть, их и не будет потом, но бывают такие люди, которые, вот они просто ангажированы, скажем, на чей-то, в данном случае, казанский политический проект, но это же исторически так вот в советское время только сложилось, когда вот было, скажем, татарское образование было распространено на юртовских нагайцев. Естественно, там произошел там определенный дрейф этнического самосознания. Вот. Но это же история, это с каких времен? Это же несколько десятилетий всего лишь назад и так далее. Вот. А до этого они там 1000 лет там были нагайцами, да, так же. В общем, пусть, это же люди должны просто понимать, я понимаю, многим психологически трудно вот через это перейти. Вот он человек, да, учился там, значит, татарскому языку, потом учился в Казани и так далее, но психологически это трудно, но это неизбежно. Это все равно, значит, что бы они ни пытались сделать, все равно вернется к своим истокам это дело. Потому что вот уйдет это поколение, которое училось в Казани, ну и все, и на этом все это кончится.